Появилась еще одна версия истинной причины военной операции в Ливии. Не защита мирного населения от Каддафи, даже не стремление получить контроль над местными нефтяными скважинами. Все дело в золоте, уверен, по крайней мере, известный российский предприниматель и общественный деятель Герман Стерлигов. Об этом он сегодня написал в своем блоге. Мировой финансовый кризис, от которого планета окончательно не оправилась до сих пор, заставил многие страны пересмотреть систему межгосударственных расчетов, а именно отказаться от доллара и заменить его золотом. Одним из ярких сторонников этого и был как раз Муаммар Каддафи. Он предлагал вести расчет в золотом динаре. Против резко выступали США и Евросоюз. И если бы идея действительно воплотилась, это фактически означало бы крах мировой банковской системы. Именно на ней держится пока. Еще в 2002 году малазийский премьер-министр Мохаммед совместно с Муаммаром Каддафи вышел с инициативой о введении персидского золотого динара. И эта идея была поддержана первоначально Ираном, Суданом и Брунеем, а потом к ней присоединилась на следующий год буквально Индонезия, ОАЭ и еще целый ряд стран. И эта идея стала рабочей. Произошло несколько заседаний министров финансов этих стран, и все более и более жизненные черты приобретал переход из доллара и евро в расчеты межгосударственные в золотом динаре. В качестве пилотных проектов «Золотой динар», который был начеканен в достаточных количествах, начал применяться внутри стран, таких как Малайзия, Индонезия и Иран, и начались даже расчеты в магазинах, которые сейчас продолжаются в золотых динарах. Муаммар Каддафи был готов объявить о выходе из долларовой и еврозоны, и первыми сделал шаг мировая банковская система. Были арестованы под предлогом нарушений прав человека его долларовые и евросчета. Подождите, и таким образом счета были арестованы, Герман, после того, как он начал расстреливать мирных жителей? Конечно. Да это, знаете, бывает в любых странах. Сейчас посмотрите, сколько мирных жителей в других странах от Йемена и далее расстреливается. И никто ничего не арестовывает. Это всегда можно найти какой-то предлог. В данном случае предлог был такой. Удачный, неудачный, другой вопрос. Причина была не в этом. Причина была в том, что психологический эффект заявления Каддафи, одного из главных мусульманских лидеров, был бы несравним с переводом на золотые расчеты, допустим, штата Калантан, о котором никто не слышал в Малайзии. Там сейчас функционируют только золотые монеты. Там шейх Абуль-Дакар. Кто его знает? Уважаемый человек, но кто его знает? А тут Каддафи готов был выйти с инициативой выхода из мировой банковской системы из-под власти ФРС США. Подождите, За этим бы последовал сразу целый ряд стран. Извините, и поскольку это готовилось долгие последние годы и очень активно, и Каддафи кооперировал африканские страны для создания единой Африки и введения единой золотой валюты, то Египет был готов к этому присоединиться. Началась целая сеть революций, инспирированных Центральным разведывательным управлением, для того, чтобы нарушить планы обрушения мировой банковской системы, от которой, кстати, и в России мы вздохнуть не можем. Выход в золото из бумажных денег – это выход из банковского рабства, из бесконечных кредитов, бумажек, оформления, отчетов. То, чему посвящена жизнь миллиардов людей от рождения до смерти. Герман, ну подождите, объясните тогда очень простую вещь. У нас, насколько я сейчас понимаю, огромное количество бюджетов не обеспечено в полной мере тем самым золотым запасом. Да вообще ничем не обеспечено. Это резаная бумага, конечно. Да, это бумага. И всегда бумага – это просто бумага. Поэтому получается, что если Муаммар Каддафи заявляет о том, что он выходит вот из этой банковской системы и занимается только тем, что вот товарно-денежные отношения – это только вот именно товар за золото, да, не за деньги, не за какие там не бумажки, за настоящие деньги, за золото, да. Так это же он сам с собой только будет торговать? Да с теми несколькими странами, у которых есть я ж золото? почему начал с предыстории. Как он нефть будет продавать? Кто же ему золото-то? Почему я начал с предыстории? Потому что целый ряд стран в течение 8 лет активно на уровне государственных органов занимались подготовкой выхода из бумажных денег в золото. Да, от Индонезии это же до не США, Ирана. не Франция, Конечно, не Германия, это огромные, не Россия, огромные густонаселенные страны, которые производят реально очень много товаров первой необходимости. Не всяких компьютеров там и прочего, то, что не очень нужно людям, а то, без чего жить нельзя. Да. Это продукты питания, это средства производства, это нефть и так далее. И, кстати говоря, что касается России, обратите внимание, к кому обратился Муаммар Каддафи после того, как его начали бомбить. Вернее, сразу незадолго перед этим, когда уже было понятно, что он упустил время, его опередили.
он обратился к Китаю, к Индии и к России. К тем странам, которые предрасположены к переходу в золото, особенно Китай, который неоднократно заявлял о переходе в золотой юань. И посмотрите, что сделали ваши повстанцы, о которых вы с таким пиететом говорите. Минуточку. Они в первую очередь не правительство создали повстанческое. О нем никто не слышал. Они Центробанк открыли в Бенгази. Центробанк альтернативный Центробанку Муаммара Каддафи. И это свидетельствует не о том, извините, что они не против Муаммара Каддафи, а то, что они принципиально, у них другой алгоритм финансовых расчетов, разный, диаметрально противоположный. И все-таки, насколько я понимаю, сейчас золотом рассчитываться может только вот те несколько стран, которые, вы говорите, уже договорились. Те 12 стран, которые договорились. Это не так мало, уверяю вас. Это не так мало. Они будут вот только вот закольцованы друг на друге, обмениваться. Первый день. Расчет был на то, что пойдет цепная реакция, потому что всем надоело быть рабами ФРС США и лично господина Бернанке. Потому что и Соединенные Штаты в рабах у господина Бернанке. Потому что Бернанке дает в долг США, ФРС США в долг дает Центробанку США. В Южной Каролине, на минуточку, в прошлом месяце, это штат Соединенных Штатов Америки, и не последний, инициатива законодательная инициатива депутатов Южной Каролины о переходе в золотой доллар и отказа от бумажных долларов США. Это Южная Каролина, США. Если бы Муаммар Каддафи успел сейчас выйти в золото из бумажных, резаных денег, которые ничего не стоят, его поддержали не только мусульманские страны, огромное количество стран, возможно, вплоть до Германии, которая, как вы помните, не так давно Меркель заявлял, сколько мы можем платить за ошибки, в кавычках, Соединенных Штатов Америки. Но они хотели вернуть дойчмарки, а они хотели перейти в золото. Весь мир, кто не хочет работать на Бернанке, хочет перейти в золото. Герман, потому что всевластие Бернанке началось тогда, когда Соединенные Штаты оторвались от золота. Окей, поняли. Хотя очень хочется, Полинке, последний вопрос. А вам не страшно? То есть, вот видите, если вы хотите тоже перейти в золото... Драгоценный мой, я в лесу живу. А коалиции будет несложно. Коалиции сложно. Коалиции сначала нужно будет осуществить сложнейшую операцию в России, а потом только добраться до меня. И то я в этот момент уйду в партизаны с моими сыновьями. Все это звучит, конечно, как